Добрый вечер, в студии Валет Генаев. Сегодня суббота, а это значит, что мы опять с вами в эфире очередной выпуск общественно-политического телевизионного журнала «Чечен-Инфо». Сразу отмечу, начиная уже с этой субботы, наша программа будет выходить не в 22:00, а в 21:00 по московскому времени. Надеемся, что наши зрители сориентируются в этих небольших изменениях, и наши регулярные встречи будут нас радовать, как и прежде. Ну а в течение ближайшего часа, как и обычно, команда информационного канала представит вашему вниманию обзор наиболее ярких событий недели, ознакомит вас с тем, что и как говорят о нас в глобальной сети интернет. Кроме того, проинспектируем ключевые события октября в истории Чеченской Республики и расскажем удивительную историю о жизни второго по счету карталийского царя Саурмага I, который, как выясняется, имел и чеченские корни. Все это и, как и обычно, в рамках одной программы и в течение ближайшего часа. Приятного просмотра. Сегодня в программе. В Чечню прибыл поезд без брони. В Доме печати прошел День аварской культуры. Через 2 недели из Грозного состоится первый международный авиарейс. Об этом и не только в обзоре событий недели Рустама Мугаева. Местные власти всерьез намерены выполнить обещание о том, что уже через 5 лет сельское хозяйство Чеченской Республики станет лучшим в России. Об этом и многом другом в еженедельной рубрике «Дайджест недели». Дмитрий Медведев назвал позором отсутствие в Москве 3G-связи. Глава ЦИК Чуров пообещал траурный венок тому, кто осмелится отменить результаты выборов в Чеченской Республике. В Грозном приступили к съемке многосерийного исторического фильма. Обо всем об этом в обзоре событий недели в глобальной сети интернет. На этой неделе в Чеченскую Республику приехал целый поезд журналистов. Тагир Салаханов в еженедельной рубрике «Тема» рассказывает о роли информации в современных реалиях и рассуждает о том, что лежит за внешней стороной того или иного события или явления. Назначение Нейтгарда командиром отдельного Кавказского корпуса, восстание чеченской габардинской сотен Терско-Кубанского полка в далекой Маньчжурии, дело Чеченского национального центра, штурм и расстрел Белого дома в октябре 93-го, хронология памятных дат октября в зеркале времени в нашей постоянной рубрике «Хронограф Инфо». Кто он и откуда второй легендарный грузинский монарх? И как его имя связано с чеченским обществом и его историей? Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни картлийских царей и Саурмаге I в частности. В рубрике «Экспресс-инфо», как и обычно, сегодня представлена объективная независимая картина событий. 10 динамичных сюжетов о наиболее ярких событиях уходящей недели. В Чечню прибыл поезд без брони. В Доме печати в Грозном прошел День аварской культуры, а буквально через 2 недели из Грозного состоится первый международный авиарейс. Об этом и не только в обзоре событий моего коллеги Рустама Мугаева. 14 районных подразделений республиканского противотуберкулезного диспансера получили в дар 10 машин марки «Лада Приора» и 4 Нивы. Внедорожники Нива предназначены для тех медицинских учреждений, которые расположены в горных районах республики. Средства на приобретение автотранспорта выделены в рамках республиканской целевой программы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом». По словам главного врача противотуберкулезного диспансера Арбихажи Сайдуллаева, новая техника позволит врачам-фтизиатрам регулярно контролировать состояние здоровья находящихся на учете пациентов. Теперь участковым фтизиатрам не нужно будет выезжать на места на скорой или УАЗ. Они смогут планомерно посещать амбулаторных больных, следить за их состоянием и держать под постоянным контролем ход лечения, сказал Сайдуллаев. В Доме печати состоялось мероприятие, посвященное Дню национальной культуры аварцев, живущих в Чеченской Республике. Организатором мероприятия выступило Министерство Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Впервые за многие годы общественность получила возможность ознакомиться с культурой представителей аварского этноса, компактно проживающих в селениях Кенхы Шаройского района Чеченской Республики. Известно, что здесь на сегодняшний день насчитывается 480 хозяйств, население поселения составляет 1987 человек. В празднике приняли участие сотрудники министерств, ведомств, администрации городских районов и национально-культурных объединений. Основная цель подобных мероприятий – популяризация и усиление взаимовлияния национальных культур этнических групп, проживающих в республике, а также пропаганда добра, мира и согласия в чеченском обществе. По поручению президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова все заброшенные участки в частном секторе города Грозный будут приведены в надлежащий вид. Работа в данном направлении уже начата. По мнению главы республики, полуразрушенные ветхие бесхозные дома необходимо снести. Мы строим новый город, меняем его облик, делаем его современным.
Заброшенные дома и заросшие многолетним сорняком дворы портят общий вид столицы, заявил в этой связи Кадыров. Во исполнение поручения президента при мэрии Грозного создана специальная комиссия по мониторингу бесхозного жилья. Сотрудники городских районных администраций и работники жилищно-коммунальных служб уже приступили к работам по очистке частного сектора. Одновременно приводится в порядок и прилегающая территория. На этих работах задействовано 150 единиц спецтехники. По оценке коммунальщиков, им предстоит вывести более 1000 кубометров мусора. На неделе в Грозный прибыл так называемый поезд без брони, на котором из Санкт-Петербурга прибыло 50 молодых журналистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Барнаула и других городов России. Акция «Поезд без брони» проводится Федеральным агентством по делам молодежи в рамках всероссийской программы «Информационный поток» по договоренности с Комитетом правительства Чеченской Республики по делам молодежи, заключенной на Всероссийском форуме «Селигер-2009». В рамках акции молодым журналистам была организована экскурсия по чеченской столице. Также молодым журналистам посчастливилось встретиться с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и задать ему самые разнообразные вопросы. Встретились журналисты и со своими коллегами из Чеченской Республики. Эта встреча прошла в Доме печати. В честь гостей в загородной резиденции президента был организован вечер, сопровождавшийся концертными номерами звезд чеченской эстрады, танцевальных коллективов и номерами команды КВН «Чеченский след». Все неухоженные дороги нужно привести в порядок. Такое указание дал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе рабочей встречи с министром автомобильных дорог республики Абубакаром Тумхаджиевым. По словам Кадырова, он лично проверил качество покрытия автомобильных дорог и остался недоволен, особенно дорогами, расположенными по окраинам городов. Здесь дороги давно превратились в сплошные ухабы. Нужно принять меры, разровнять их, чтобы люди могли проехать или пройти по твердому покрытию, потребовал Кадыров. Министр доложил, что в ближайшее время на таких участках будут проведены грейдерные работы, и дороги станут доступными как для проезда автомобилистов, так и для прохода пешеходов. Также министр сообщил, что в текущем году в целом Министерством автодорог выполнено 90% плановых работ. Победа регионального отделения политической партии «Единая Россия» на прошедших 11 октября выборах в муниципальные органы местного самоуправления – это не что иное, как свидетельство доверия чеченского народа «Единой России». Об этом на внеочередной конференции «Единой России» в Грозном заявил президент республики Рамзан Кадыров, являющийся членом Высшего совета единороссов. Кадыров поздравил соратников по партии с победой на прошедших выборах и поблагодарил их за поддержку политики руководства Чеченской Республики, направленной на развитие региона. Глава республики особо подчеркнул, что благодаря руководству России и политики, проводимой им, жители республики чувствуют себя достойными гражданами страны. Здесь же состоялось вручение партийных билетов новым членам «Единой России». Кроме того, 8 членов партии были награждены грамотами правительства Чеченской Республики. Первый международный авиарейс с паломниками в Саудовскую Аравию из Грозненского аэропорта планируется осуществить в середине ноября текущего года. Об этом президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову сообщил министр транспорта и связи Чеченской Республики Рамзан Черхигов. По его словам, статус международного аэропорта Грозный получит уже 16 ноября. По словам министра, именно в этот день и совершит свой первый международный рейс самолет из города Грозный. Ожидается, что пассажирами рейса по маршруту Грозный-Медина всего станут 1500 паломников из Чеченской Республики. Планируется, что в этот день всего будет совершено 7 вылетов в город Медина. По словам президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, руководство Российской Федерации обязалось оказать всемирную помощь в данном вопросе. Кадыров выразил твердую уверенность, что аэропорт Грозный получит статус международного к обещанному сроку. На этой неделе на 84-м году жизни скончалась старейшая актриса чеченского театра Зинаида Исакова. Исакова Зинаида Закриевна родилась в 1926 году. Уже в раннем детстве стала участницей Национальной драматической студии, которая в мае 1931 года была преобразована в Чеченский государственный драматический театр, и юная Зина таким образом стала актрисой Национального театра. Она проработала в одном театре свыше 50 лет. За долгую сценическую жизнь ей созданы незабываемые образы матери, жен, сельских тружениц и других ярких персонажей в спектаклях «Бешто», «Бож-Али», «Бессмертный», «Солдат и Дауд», «Из тьмы веков», «Асланбек Шарипов» и так далее. В 1977 году за заслуги в развитии театрального искусства Исаковой было присвоено звание заслуженной артистки ЧССР. В 2008 году указом президента Чеченской Республики ей присвоено звание народной артистки Чеченской Республики. Руководство МВД по Чеченской Республике во главе с министром Русланом Алхановым провело встречу с уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Нурдином Хажиевым и 13 руководителями правозащитных и общественных организаций республики. На встрече обсуждались различные вопросы, касающиеся защиты прав граждан, похищения людей и взаимодействия правозащитников с правоохранительными органами республики. В
ходе встречи стороны договорились о тесном взаимодействии друг с другом. Здесь же правозащитниками были переданы руководству МВД по Чеченской Республике проекты предложений, направленные на открытый диалог населения и сотрудников правоохранительных органов, которые, по словам Алханова, в ближайшие дни будут рассмотрены и по которым будут приняты соответствующие решения. Сообщается, что подобные встречи решено проводить ежеквартально. В ходе встречи 3 правозащитникам была объявлена благодарность МВД по Чеченской Республике. Порядок в Грозном будет обеспечивать специально созданная структура МВД, которым станет Управление внутренних дел по Грозному. Ожидается, что новое подразделение начнет работу уже с января 2010 года. Ее возглавит заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике Али Тагиров, с которым на днях провел встречу президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Глава республики обратил внимание будущего начальника городского УВД на необходимость активизации работы с жителями столицы. Основная задача городского управления внутренних дел – это охрана общественного правопорядка и обеспечение безопасности населения. Данная структура создается по приказу министра внутренних дел России Рашида Нургалиева во всех столицах субъектов Российской Федерации. Предполагается, что в ходе реорганизации в подведомство городского УВД войдут городские отделы внутренних дел 4 районов столицы республики – Ленинского, Октябрьского, Заводского и Старопромысловского. Сегодня в республике осуществляется ряд мер по созданию условий для эффективного развития всех форм сельскохозяйственных предприятий, равной конкуренции, стимулирующих инициативу, производительный труд, высокую рентабельность и устойчивый рост сельского хозяйства. А это значит, что местные власти всерьез намерены выполнить некогда данное обещание о том, что уже через 5 лет сельское хозяйство Чеченской Республики станет лучшим в России. Об этом и многом другом в еженедельной рубрике «Дайджест недели» от моего коллеги Магомеда Нухаева. Как известно, нынешний 2009 год руководством республики объявлен годом сельского хозяйства в Чечне. На возрождение агропромышленного комплекса в январе в республике стартовала также президентская программа восстановления АПК. Постепенно вопросы восстановления и строительства перешли на второй план. В руководстве республики всерьез взялись за реализацию программ, направленных на годы вперед. В целях более качественной и организованной работы по реализации задуманных планов в области сельского хозяйства был создан оперативный штаб по восстановлению агропромышленного комплекса. В начале года его возглавил министр сельского хозяйства республики Абубакар Эдельгириев. В данный штаб также вошли главы министерств и райадминистраций. Вскоре был разработан план работы Республиканского оперативного штаба по восстановлению и развитию экономики и социальной сферы агропромышленного комплекса. Воедоно тагана сельскохозяйство поднять для кулш оперативную штабу. Исига хамассардон тахигадис. Асуга халхюрду шунасан. Ас логитин чол ахчнасан аш 1% ах логитиняха. Ас 100 диняш 1% диня. И вообще дона yok он успех Сформированный штаб стал аналогом оперативного штаба по восстановлению инфраструктуры республики, но в отличие от своего предшественника он был направлен на создание дополнительных рабочих мест. Ожидается, что возрождение одной из основных отраслей республики, сельского хозяйства, позволит трудоустроить более 70% сельского населения. Помимо этого, от развития данной отрасли будет зависеть и состояние экономики региона. К примеру, в нынешнем году, согласно плану восстановления сельскохозяйственной отрасли, введены в эксплуатацию десятки объектов агропромышленного комплекса, в том числе объекты птицеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, объекты животноводства, механизации, растениеводства и так далее. Государственная поддержка сельского хозяйства Чеченской Республики является приоритетным направлением в работе ее руководства. Поэтому финансовое обеспечение данных программ является первоочередной целью и происходит без задержек. Не просто название халах. Во всех отношениях халах аллаха, ас дик да дизбас. Если объем дон, суни лучше, да саялой, все равно дон стараться диск, да я дон. Вы общий опыт я делегирую. Сунде хошер вы закладывать сидишь. Гюльна, أحسن يحاول закладывать сюда. Вы на она кан целый дон. 2010 год, он
сельское хозяйство, воймалу, развитие руляется. Что такое моя продукция, хаис руляется. Для успешного старта развития агропромышленного комплекса, руководствуясь принципом «делай как я», президент республики Рамзан Кадыров своим примером показал, как нужно возрождать некогда известные в советские времена госхозы. Глава республики взял шефство над госхозом Центароевский. Это хозяйство долгое время находилось в запущенном состоянии и ничего не производило. Сегодня же здесь полным ходом кипит работа. Разводят племенной скот, отстроена самая крупная и первая за последние 20 лет в республике птицефабрика. Фабрика, оснащенная самым современным немецким оборудованием, ежегодно может давать 500 тонн куриного мяса. В целом по всей России существует всего несколько аналогов такой фабрики. К слову, уже почти полгода, как здесь налажен цикл производства мясной продукции, причем по халяльной технологии. А на полях госхоза нынешней осенью собрали первый урожай. На последнем совещании с руководителями министерств, ведомств и глав районов президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что вся программа развития сельского хозяйства подчинена также одной из главной и конечной цели – обеспечить население качественной, экологически чистой продукцией. Хаз урсхакию хош, хаз дан мечеряла хош, хаз здоровую хош, дан имече справкаешь, когда ты спрашивает дана, беттигёш, вы хую хош, вы именно дана ветеринарская служба дан развития, когда именно усилить диагноз, когда специалист дан привлекать без, когда дополнительно дан создание, что получит дан деш по это без. Здесь же на совещании с докладом о темпах реализации республиканской программы развития госхоза выступил министр сельского хозяйства Абубакар Эдельгериев. Он особо подчеркнул, что основой сельского хозяйства являются госхозы. По его словам, по всем районам Чеченской Республики насчитывается свыше 160 госхозов. Передовыми среди них являются госхозы Центароевский и Чечен Агрохолдинг. И это означает, что результаты работы оперативного штаба, несмотря на незаконченный год, уже ощутимы. Хочется отметить, что в принципе Буахцабин Цават Масар Белхшбина Делрез Аллар, но Ахмалар, мы с вас берем пример, на достигнутом останавливаться нельзя, и Цабинчсан Юдил Дальдизарду Далмула, сохраняя, приумножая его, вот в этом это наш лозунг будет. Там лишь дина юхкай чдуай иш милвечи гайд метикш буай, тогда мола хиули хирю результат чью. Мало заложить основы для дальнейшего развития агропромышленного комплекса. Важно грамотно планировать его перспективы. Чтобы получить прибыль от продукции, необходим не один год работы. Не зря же сельское хозяйство во все времена считалось самой сложной отраслью в плане управления. Тем не менее, в нынешнем году более 100 инвесторов взяли шефство над 150 государственными унитарными предприятиями. В оперативном штабе отмечают, что благодаря усилиям инвесторов постепенно налаживается работа по возрождению и развитию сельского хозяйства. В числе отличившихся инвесторов различные министерства, ведомства, а также администрации районов. Продукция животноводства, производимая на предприятиях Чеченской Республики, так же как и выращенные в республике овощи и фрукты, в полном объеме поступает на внутренний рынок и пользуется большим спросом среди населения. В этих продуктах, в отличие от завезенных, нет никаких вредных добавок и пестицидов. И потому все, что производит предприятие Минсельхоза, востребовано покупателями. В будущем же планируется, что чеченская продукция будет поставляться и в соседние субъекты. Сейчас это сделать невозможно, так как сельское хозяйство в нашем регионе только-только набирает производственные обороты. Как отметил Рамзан Кадыров, борьба за рынок сбыта – это дело трудное, а значит, решения для поддержки республиканских производителей следует принимать на законодательном уровне. Ayok simya wa respublikayo. Zim agorodu wa tsah yolchun don. Kiyok don agorodu ko don wa muwaq don. Har khasbich har tatsbich. Huqa wa don. Wa abiyut sagalch. Wa dakhil khir dosh sagalch. Dakhulu wa.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства, за первое полугодие 2009 года в республике заготовлено около 300 центнеров мяса и почти 2000 центнеров молока. Собственное молоко позволяет производителям изготовить сыр, кефир, сметану и другие молочные продукты. А благодаря открывшимся птицефабрикам только за 8 месяцев текущего года на рынке республики было поставлено более 9 миллионов яиц и свыше 2300 центнеров мяса птицы, тем самым превысив почти на 60% показателей прошлого года. А ведь данные показатели могли бы быть и выше, если бы не последствия мирового финансового кризиса. Но и то, что на фоне этого кризиса развитие сельского хозяйства не остановилось ни на один день, и что не было заморожено финансирование программ в рамках развития АПК, уже хорошо. Бесспорно, под руководством президента и правительства республики Министерством сельского хозяйства предпринимаются конкретные шаги по выводу отрасли из кризисной ситуации. Сегодня в республике осуществляется ряд мер по созданию условий для эффективного развития всех форм сельскохозяйственных предприятий и равной конкуренции, производительный труд, высокую рентабельность и устойчивый рост сельского хозяйства. А это значит, что местные власти всерьез намерены выполнить некогда данное обещание о том, что уже через 5 лет сельское хозяйство Чеченской Республики станет лучшим в России. А для этого у нас есть все необходимое: альпийские луга с большим разнообразием природной флоры, горные и минеральные родники, а самое главное – упорство и труд. Ну, я думаю, что теперь пришло самое время узнать, что говорят о нас и о чем говорим мы в виртуальном киберпространстве. На прошлой неделе говорили о том, что Дмитрий Медведев назвал позором отсутствие в Москве 3G-связи. О том, что глава ЦИК Чуров пообещал траурный венок тому, кто осмелится отменить результаты выборов в Чеченской Республике. И о том, что в Грозном приступили к съемке многосерийного исторического фильма под таинственным названием «Клинок предков». Обо всем об этом и многом другом в обзоре событий недели в глобальной сети интернет. Пожалуй, главным событием в сети интернет на прошедшей неделе стала новость о том, что в Грозном предотвращена попытка покушения на президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова. Отмечается, что, по словам заместителя министра внутренних дел по Чеченской Республике Романа Эдилова, на территории строящегося в Ленинском районе столицы республики мемориального комплекса, куда с инспекцией должен был приехать президент республики, и где уже находился Адам Делимханов, попытался прорваться автомобиль ВАЗ-2114 с ингушскими номерами. За рулем находился так называемый эмир Урс-Мартана Беслан Баштаев. Сотрудники службы охраны заметили на автомобиле металлическую емкость и дали предупредительный выстрел в воздух. Машина не остановилась, после чего снайпер ликвидировал водителя прицельным огнем. В салоне машины была обнаружена 200-килограммовая металлическая емкость, содержащая пластид и гексоген. Прежняя иерархия влияния политиков-лидеров восстановилась. Такое мнение выразили эксперты, опубликовав рейтинг 100 ведущих политиков России в октябре. Согласно рейтингу, Владимир Путин вернул себе в октябре лидерство в рейтинге. Президент Дмитрий Медведев на второй позиции. Третью строчку рейтинга занял вице-премьер-министр финансов Алексей Кудрин. Из числа региональных элит в топ вошел и мэр Москвы Юрий Лужков, 31-32 место. Восстановила утраченные позиции губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, 36-38 место. Сообщается и о том, что со стабилизацией ситуации на Северном Кавказе стабилизировался и рейтинг президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Он занял 41 место. Традиционное место в середине рейтинговой таблицы занимает президент Татарстана Шаймиев, который занял 59 место. Наметилась и тройка министров-аутсайдеров. Это министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев, министр транспорта Игорь Левитин и министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Буквально на днях российский лидер Дмитрий Медведев обратил внимание членов комиссии на модернизацию российской экономики. Тот факт, что в Москве до сих пор не налажена сотовая связь третьего поколения, назвав это позором. У нас сети третьего поколения далеко на выезде работают. Например, в Москве их нет. Это позор, что у нас в столице не работает связь третьего поколения. Просто нет комментариев, сказал Медведев на заседании комиссии. Президент также спросил у представителей сотовых компаний об актуальности развертывания сети третьего поколения в российской столице.
границы, поскольку возможно, что уже необходимо переходить на более новый стандарт. В этой связи можно отметить, что такая связь в этом месяце заработала в Чеченской Республике, о чем громогласно заявил сотовый оператор «Мегафон». Тем не менее, ради справедливости отметим, что скорость работы в интернет-сетях у чеченских пользователей все-таки пока особо не прибавилась. Минувшее воскресенье в Грозном состоялось официальное открытие служебно-производственного комплекса таможенного поста Чеченской Республики. Об этом на неделе заявил целый ряд электронных изданий. При этом сообщалось, что принимавший участие в открытии таможни президент Республики Рамзан Кадыров поздравил его сотрудников с открытием нового здания и назвал этот день большим событием в жизни чеченского народа. Как сообщают издания, начальник Южного таможенного управления Александр Гетман отметил, что руководством Чеченской Республики созданы все необходимые условия для эффективной работы таможенного поста. Кроме того, отмечается, что в этот знаменательный день по решению Рамзана Кадырова чеченской таможне были вручены ключи от 5 автомобилей «Лада Приора», микроавтобуса «Газель» и 3 квартир. На этой неделе развернулся настоящий предвыборный скандал. Об этом сообщили ряд электронных изданий. В частности, сообщалось о том, что в Госдуме прошел правительственный час. О прошедших выборах законодательные органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. В итоге КПРФ и ЛДПР потребовали отставки главы ЦИК. А «Справедливая Россия» выдвинула целый перечень предложений по изменению законодательства о выборах. Сам Чуров удивлял высказываниями. Среди отличившихся регионов он особо подчеркнул Чеченскую Республику. Чуров заявил, что никому не посоветовал бы требовать отмены результатов выборов в районном центре Чеченской Республики Урус-Мартане. «Я заранее закажу венок для того, кто осмелится это сделать», заявил глава ЦИК. Более того, он предложил спикеру Госдумы Борису Грызлову рассмотреть возможность поощрения президентов Чеченской Республики и Республики Ингушетия за образцовое проведение выборов в этих регионах. В Чеченской Республике приступили к съемке многосерийного исторического фильма. Рабочее название будущей киноленты «Клинок предков». Об этом сообщает интернет-ресурс «Чечня сегодня». Сообщается, что авторами кинопроекта выступили начинающий сценарист Махмад Хаджиев и режиссер Аслан Асакаев. В интервью, опубликованном на страницах ресурса, молодой режиссер раскрывает некоторые детали запущенного кинопроекта. Так, по его словам, это будет фильм о чеченцах и о легендарном клинке Терс Мемел. Время действия фильма – период нашествия на Кавказ монголо-татар. Выбор времени и жанра исторического кино автор объясняет тем, что, по его мнению, именно в этом жанре можно сочетать развлекательные и воспитательные моменты. Конечно, полагает автор фильма, отобразить события 15 века задача не из легких. Однако авторы фильма уверены, положение спасает то, что в качестве помощников к проекту привлечены известные в республике историки, специалисты Министерства культуры и Духовного управления мусульман Чеченской Республики. Депутат Верховной Рады Крыма, председатель Крымской организации партии «Русский блок» Олег Радзивиллов высказал предположение, что покушение на убийство председателя Меджлиса крымско-татарского народа может быть заказано чеченцами. Так, в комментарии агентству «Электронный Крым» депутат заявил, что Меджлис в свое время на добровольной основе отправлял в зону боевых действий в Чечне своих активистов, которых предварительно готовили именно в Крыму. Так, они воевали не только против федеральных войск, но и пророссийских чеченцев. Это кровная месть, пояснил депутат свою версию. В этой связи он порекомендовал милиции не отбрасывать версию о чеченском следе. В то время начальник крымской милиции Геннадий Москаль заявил, что появление на Украине представителя организации «Ат-Таквир Валь-Фиджа» нет никакого чеченского следа. По его словам, эта организация связана с талибами и с Аль-Каидой. Единственная на Северном Кавказе анимационная студия, созданная в Чечне летом этого года, заканчивает работу над своим первым мультфильмом. Об этом сообщает российское информационное агентство РИА Новости накануне Международного дня анимации, который отмечается 28 октября. Директор студии Руслан Исмаилов рассказал в интервью агентстве, о чем будет первая работа чеченских аниматоров. По словам директора студии, это будет 15-минутный мультипликационный фильм на чеченском языке «Кто рассорил Ульи». Мультфильм адресован
известен как детям, так и взрослым. Его герои – пчелы. Они ищут виновника ссоры и не находят его, потому что виноват каждый. В финале происходит чудо. Пчелы осознают меру вины каждого, приходят к согласию и говорят: давайте объединимся и помиримся. В последнее время мы просто не обращали внимания на тенденции в обществе и к чему мы пришли в последние годы. Видно невооруженным глазом. Мы должны вернуть утраченное, приводят слова директора студии издания. В Рунете 20 октября 2009 года стартовал конкурс интернет-проектов «Собратство». Об этом сообщает ряд электронных изданий. Сообщается, что мероприятие проводится по 3 номинациям: лучший образовательный ресурс, лучший информационный ресурс, лучший сайт по освещению национальной культуры. Планируется, что в каждой из номинаций жюри определит победителя и 2 призеров, которые получат ценные призы, кубки и грамоты. Организаторами также учреждены поощрительные номинации «Самая яркая презентация сайта» и «Народное голосование». Победитель последней номинации определится с помощью открытого интернет-голосования на сайте www.sobratstvo.ru. Лучших участников ждут специальные призы от партнеров и спонсоров мероприятия. Ожидается, что 3 лучшим редакциям интернет-сайтов генеральный спонсор конкурса компания 1С Bittrex подарит свои продукты. Буквально в эти дни в интернете широко обсуждается вопрос о том, что с Нового года в России, возможно, будет отменен мораторий на смертную казнь. Напомним, ПАСЕ в 1994 году обратилась ко всем странам-членам Совета Европы с просьбой полностью исключить из их законодательства смертную казнь. При вступлении в 1996 году в Совет Европы Россия взяла на себя ряд обязательств, в том числе отмену смертной казни. Конституционный суд 2 февраля 1999 года ввел мораторий на смертную казнь, который должен действовать до введения в действие федерального законодательства, обеспечивающего на всей территории Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за которое предусмотрена смертная казнь, возможность рассмотрения его дела судом присяжных. В настоящее время единственным регионом Российской Федерации, в котором нет суда присяжных, является Чечня. Однако с 1 января 2010 года этот пробел будет восполнен. Так, Верховный суд уже Российской Федерации обратился с таким ходатайством в связи с введением в Чечне с 1 января 2010 года суда присяжных. Считается, что тот, кто владеет информацией, владеет миром. Сегодня у нас есть возможность доносить информацию республике самим, не уповая на то, что о нас напишут заезжие журналисты. В республике выходит более 2 десятков периодических изданий, 2 телерадиокомпании «Грозный» и «Войнах» регулярно выходят в эфир с обзором всех событий, причем ведется и онлайн-вещание в сети интернет. Более того, «Грозный» ведет и спутниковое вещание практически на весь мир. Тем не менее, приезжие журналисты для республики не новость. Однако, на этой неделе их приехал аж на целый поезд, причем поезд без брони. Тагир Салаханов в еженедельной рубрике «Тема» рассказывает о роли информации в современных реалиях и рассуждает о том, что лежит за внешней стороной того или иного события или явления. В Грозный прибыли участники молодежного пресс-тура «Поезд без брони». Эта акция была организована в рамках проекта «Информационный поток». Всего более 60 молодых журналистов из разных регионов страны. Главная задача, как они сами говорят, донести до граждан России объективную информацию об истинном состоянии дел в Чеченской Республике. Знаете, начать нужно с того, что, как я уже писала в эссе, мы все проходили сюда конкурс, в эссе я писала, что мы все живем в одном доме. И мне, как жителю этого дома, обидно за чеченский народ. Обидно до глубины души, потому что я знаю, что это великая нация, это потрясающая глубокая культура с очень фундаментальными корнями, уходящими далеко в года, далеко века назад. Я знаю, что вы великий действительно народ, но 2 чеченские компании как будто перечеркнули все, что вы создали до этого, и тем самым крестом, который наложен сейчас, да, вот на вашу республику, такое ощущение, что это вам запрещает дальнейшее развитие. Это неправильно. Поэтому и моя цель, и цель других ребят была сюда приехать, прежде всего для нас посмотреть, что здесь на самом деле происходит, и показать другим людям. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Эта старая аксиома приобретает особый смысл в условиях нового времени. Но палка о 2 концах. Можно владеть информацией самому, точно так же можно предоставлять информацию о себе другому. И возникает вопрос, а что знают о нас другие?
О нас – это о Чечне и чеченцах. Если говорить о разного рода правящих кругах и мировых элитах, то они знают, что Чеченская республика, как и весь Кавказ, зона их жизненных интересов. Ваххабиты знают, что все чеченцы – это мушрики, муртады и вообще бог весть что, но никак не мусульмане. Правозащитники в кавычках, наподобие мемориала, знают, что Чеченская республика – большая черная дыра, где все подряд занимаются бандитизмом, убийствами и всяким прочим насилием. Причем во главе с Рамзаном Кадыровым. И если бы не они, доблестные защитники интересов чеченского народа, то все простые чеченцы давно были бы похищены, убиты или поголовно сидели бы в подземных тюрьмах. Все бы ничего, если бы они это знали для себя. Так нет же, всю эту муру они распространяют на весь мир с умным видом истины в последней инстанции. Что ж, оставим люмпенам от политики издержки их неполноценности, которые они рады бы распространить на весь мир. Сами же попробуем составить объективную картину об информации, касающейся Чеченской республики и попадающей в последнее время на экраны телевизоров, полосы газет и интернет-ресурсы. С удовлетворением можно отметить, что за последние 2-3 года изменился вектор информационного интереса к республике. Если раньше львиная доля всего, что касалось нашей республики, носила негативный, а подчас и откровенно провокационный характер, то в настоящее время большая часть информации о республике идет в позитивном ключе. Тут можно было бы благодарить пишущую и снимающую братью, но не за что. Только ли за то, что объективно преподносит информацию, не искажая ее? Ведь тот объем позитивной информации о Чеченской республике, который сейчас наблюдается в мировых средствах массовой информации, отнюдь не заслуга журналистов, и уж тем более не одолжение чеченцам. На самом деле, говоря языком научным, таковы объективные предпосылки. Объем позитивных преобразований, происходящих в Чеченской республике, настолько велик, что игнорировать его не получится при всем желании. А намеренное искажение очень скоро будет изобличено, и автор потеряет всякое доверие читающего или телезрителя. Хотя, как ни странно, такие деятели, как широко известный Рычкалов, автор фильма «Война» Балабанов, автор книги «За что Сталин выселял народы» Пыхалов, продолжают творить. Хотя вся их предыдущая деятельность как минимум тянет на разжигание национальной розни и клевету, а по большому счету всего лишь нездоровая фантазия убогих носителей комплекса неполноценности. Тем более странно, что они продолжают печататься, выходить на экран. Ну да бог им судья, благо не они погоду делают. Делают себе скандальное имя всего лишь. Я, к счастью, не смотрела сериал «Спецназ». Я не смотрю подобные вещи, которые дискредитируют незаслуженно какой-либо народ в глазах другого народа. Я считаю, что такие вещи, тем более сейчас, когда Чеченская республика пытается отстроиться, пытается реабилитироваться, федеральные СМИ обязаны помогать. Они не то что должны, они обязаны помогать, потому что, простите, доля их вины в том, что сейчас не все регионы Российской Федерации получают достоверную информацию, есть, и она велика. Поэтому, конечно, они должны освещать прежде всего хорошие культурные мероприятия, показывающие действительную жизнь в Чеченской республике, в современную ситуацию, то, что сейчас происходит. Сейчас у нас есть возможность доносить информацию о республике самим, не уповая, а что же напишут заезжие журналисты. В республике выходит более 20 периодических изданий. 2 телерадиокомпании «Грозный» и «Война» регулярно выходят в эфир с обзором всех событий, причем ведется и онлайн-вещание в сети интернет. Более того, «Грозный» ведет и спутниковое вещание, охватывая всю Европу, от Португалии до Урала, Ближний Восток и Север Африки. И теперь в любой точке земного шара можно узнать свежие новости из Чеченской республики. А уж интернет-ресурсом, профилем которого является информирование о сегодняшнем дне Чеченской республики, не из числа. Конечно, среди них есть и откровенно провокационные, наподобие Кавказ-центра и Кавказского узла. Но их слава говорит сама за себя. Когда я ехала сюда, я не буду говорить, что я боялась. Нет, я не боялась. Для меня это было очень интересно, потому что, я приехала с каким-то, конечно, знанием, как культуролог, о вашей истории, о нашей истории совместной, о культуре вашего народа и войнахов в сумме. Но я поняла, что другие люди не знают ничего. И когда меня не отговаривали, меня спрашивали, зачем. И мне было достаточно 5 предложений о тех ребятах, кого я знала с Селигера, наш форум всероссийский. И когда люди понимали, кивали головами и говорили, а можно с вами? Я поняла, что это нужно просто людям рассказать. В республике проходят форумы и встречи международного уровня, кинофестиваль «Ноев ковчег», ежегодный исламский форум «Ислам, религия, мира и созидания», спортивные соревнования. Все это проходит при мощном информационном сопровождении и, конечно же, способствует формированию позитивного имиджа республики. Кроме того, организовываются постоянные встречи журналистов с руководством республики. Особенно пишущие братья любят встречаться с президентом Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Оно и понятно, именно с его именем неразрывно связано все, что происходит в республике, будь то уничтожение членов незаконно вооруженных формирований или укладка асфальта по дороге в Турцию.
этих уток. Конечно, не все пишут о нем в розовых тонах. Постоянно предпринимаются попытки очернить его имя. И что? Кроме слухов и домыслов ничего так и не придумали. Хотя ничего удивительного в этом нет. Великие люди всегда были объектом великих сплетен. За каких-то 3 года создать заново то, что было уничтожено на корню, вернуть людям веру и надежду в хорошее и действительно лучшее будущее, это многого стоит. И действительно Рамзан Кадыров с этим справился и справляется. И этому я как человек, который первый раз приехал в республику, я могу это видеть со стороны людей, выражающих благодарность ему лично и всенародно, и также на плакатах. Мы видим, что везде, на каждом доме, почти на каждом, куда бы мы ни приехали, везде благодарят его. И это действительно, это великолепно. Точно так же я могу сказать и о самой Чеченской Республике. Великий народ всегда будет гуще судьбоносных дел. Не всем это нравится, но всем придется с этим считаться. А то, что пишут Пыхаловы, Речкаловы и Кавказ-центры, пусть на их совести и остается. Тем более, что сами их имена стали символом дезинформации и сплетен. Но вернемся к нашим молодым журналистам. Как они сами говорят, впервые эта идея была озвучена на встрече молодежи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром Путиным на слете Всероссийского молодежного движения «Селигер-2009». В рамках визита прошли встречи молодых журналистов с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, с уполномоченным по правам человека Нурдином Хажиевым, в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации с коллегами по цеху и простыми людьми. Хорошая задумка. Молодости свойственна честность. Посмотрим, что они еще скажут по приезду домой. От журналистов очень многое зависит. И как они поставят в своих областях, в своих направлениях работу, от этого очень много зависит. И мы, конечно, хотели бы, чтобы вы, уехав в свои регионы, взяли на себя ответственность и не говорили, что я один там смогу сделать. Надо это все ломать, надо эту всю систему ломать. И мы знаем, что это деградация общества, которая в стране, она может быть интересна другим, более сильным людям и странам или группам, которые бы хотели бы видеть нашу страну на коленях, нищую, бедную и разваливающую каждый день. Поэтому здесь в этом плане очень многое, что можно сделать, и каждый взял на себя ответственность. Знаете, что здесь во главе с президентом Чеченской Республики у вас будет мощный тыл. К чему я все это? Да к тому, что сегодня мы можем судить о том, что расчет тех, кто пытался рассорить народы России и этим ее развалить, не оправдался. Здесь, на южных рубежах, именно чеченцы отстояли целостность России как суверенного государства. И то охаивание Чечни и чеченцев всего лишь жалкие подруги моськи, лающие на слона. Все, что сейчас происходит в нашей республике, вызывает живой интерес во всем мире. И то, что некоторые извращают факты и события, станет всего лишь очередным гвоздем в гроб, где почит их политическое будущее. А моськи и среди журналистов, угоду хозяевам облаивающие чеченцев, только зарабатывают сомнительный и незавидный авторитет. Ну а теперь давайте сверимся по времени и проинспектируем ключевые события октября в истории Чеченской Республики. Назначение Нейтгарда командиром отдельного Кавказского корпуса, восстание чеченской кабардинской сотен Терско-Кубанского полка в далекой Маньчжурии, дело Чеченского национального центра, штурм и расстрел Белого дома в октябре 1993-го. Итак, хронология памятных дат октября в «Зеркале времени» и в нашей постоянной рубрике «Хронограф-инфо». 7 октября 1837 года император Николай I прибывает в Тифлис. Здесь, на Дедубийском поле под Тифлисом, Николай I произвел смотр войсковым частям Кавказского корпуса, среди которых были 4 эскадрона Нижегородского драгунского полка, найденные царем в отличном состоянии. После высочайшего смотра в Тифлисе, где он посещал гарнизоны, проводил инспекции по военной и административной части, государь по военно-грузинской дороге едет во Владикавказ. В ожидании прибытия Николая I во Владикавказ ехалось много начальствующих лиц. Крепость жила оживленной жизнью. И вот, наконец, государь прибыл. Царь остановился в доме коменданта крепости, любовался величественной панорамой гор. Кавказ показался монарху спокойным и замиренным, хотя до конца Кавказской войны было еще далеко. Край везде спокоен, все ездят без конвоя, даже по самой границе и до Владикавказа, писал государь.
В октябре 1842 года командиром отдельного Кавказского корпуса назначается генерал-адъютант Александр Иванович Нейтгард. Назначение Нейтгарда, которого сослуживцы числили добродушным малым, но мелочным педантом, всех изумило. Был не случайен. Император искал способ употребить пряник, дабы остановить разрастание горского сопротивления. Добродушному Нейтгарду предписывалась совершенно другая, нежели была свойственна Ермолову и Паскевичу стратегия действий. Последующие боевые действия на Кавказе шли с переменным успехом. Уже в декабре 1844 года император Николай I, недовольный главнокомандующим, отозвал его и назначил на эту должность графа Воронцова с наказом разбить, будем можно, скопище Шамиля, проникнув в центр его владычества и в нем утвердиться. 3 октября 1860 года утверждается положение о Терском конно- и регулярном полке. Полк был сформирован при отдельном Кавказском корпусе из черкесов, кабардинцев, чеченцев и других горцев. Приступая к формированию иррегулярных частей из представителей коренного населения, военное и гражданское начальство опиралось на богатый опыт формирования подобных частей на Кавказе. И действительно, число добровольцев превзошло все ожидания кавказского командования и администрации. Если накануне русско-турецкой войны численность Кавказского действующего корпуса, предназначенного для выступления против Турции со стороны Закавказья, составляла 52 586 человек, то в период с 1 ноября 1876 года по 19 февраля 1878 года из числа почти всех народов Кавказа было сформировано до 200 конных и 85 пеших сотен, в которые входили 25 200 всадников и 14 000 пеших строевых милиционеров. В октябре 1861 года из Мекки в Чечню вернулся шейх Кунта Хаджи, изгнанный Шамилем еще в 1859 году за пацифистские идеи и призывы остановить кровопролитную войну на Северном Кавказе. Вместо оружия возьмите в руки четкий Коран, призывал Кунта Хаджи чеченцев в самый разгар войны имамата Шамиля. Вполне естественно, что имаму Шамилю призывы Кунты Ахаджи не нравились, однако зикризм был близок к духу чеченцев в плане эмоциональном и не противоречил нахским адатам. Проповеди шейха о мире, братстве, поддержке обездоленных и сирот соответствовали общему настроению и душевному состоянию народа, доведенного длительной Кавказской войной до грани физического уничтожения. Исторический спор имама Шамиля с Эвлия Кунта Хаджи завершился, как известно, тем, что вековое сопротивление горцев Северного было сломлено. Шамиль, породивший Газават, стал почетным гостем царя, а конец жизни провел в священной для мусульман Мекке. – 13 октября 1904 года в Терско-Кубанском конном полку, находившемся на позициях под Мукденом, произошло чрезвычайное происшествие, которое в официальных документах было заявлено как явное восстание с целью нарушить долг службы. Суть инцидента в том, что чеченская и кабардинская сотня Терско-Кубанского полка отказались повиноваться командованию, а именно часть всадников отказалась выполнить приказ командира полка о выступлении в поход на неприятеля, что во все времена и во всех странах всегда считалось и считается одним из самых тяжких проступков. Отказ от подчинения сами горцы объяснили, как сказано в обвинительном акте, тем, что между ними упорно ходили слухи о том, что по истечении 6 месяцев службы они должны быть распущены, и что якобы об этом получена телеграмма от самого царя. Тем не менее, инцидент прочно вошел в историю как восстание горцев в Маньчжурии, несмотря на то, что сотни не были расформированы и до конца войны оставались в действующей армии. В октябре 1907 года в результате целого ряда казуистических приемов реакционным кругам удалось устранить известного просветителя и общественного деятеля Эльдарханова от баллотировки на выборах в Госдуму 3-го созыва. Таштемир Эльжуркаевич Эльдарханов
родился 1 апреля 1870 года в селении Гихи в семье крестьянина-середняка. Имя Эльдарханова, выдающегося горского революционера, видного партийного и советского деятеля Северокавказского региона, достаточно известно. Однако до сих пор мало изучена его деятельность как просветителя и политического деятеля. А ведь он избирался депутатом Первой и Второй Государственной Думы, где выступал с демократических позиций. Его речи использовал в своей статье по аграрному вопросу Владимир Ильич Ленин. После установления советской власти на Северном Кавказе Таштемир Эльжуркаевич Эльдарханов работал на различных высоких должностях в органах советской власти. Впоследствии долгое время возглавлял управленческий аппарат Грознефти. В октябре 1920 года родился известный драматург и писатель Абдул-Хамид Хамидов. Хамидов – один из самых ярких талантов в чеченской литературе. Он прожил недолгую жизнь, но успел сделать очень многое. Прежде всего, нельзя не отметить многообразие его творчества. Его сатирическая пьеса «Божали» была поставлена почти всеми драматическими театрами республик Северного Кавказа. А на родине автора эта пьеса вот уже более 3 десятков лет идет на сцене Чеченского драматического театра. Его герои – любимцы народа. Их словечки и шутки стали поговорками и присловиями в каждодневной жизни. В 50-е, 60-е годы Хамидов немало сделал как организатор культурной жизни в Чечне. Он создает чечено-ингушский государственный ансамбль песни и танца, возглавляет Союз писателей ЧССР. В 1959 году Абдул-Хамиду Хамидову было присвоено почетное звание народного артиста Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики. Это была поистине заслуженная награда. Народ одарил его еще большим. Он был и остается любимым писателем уже нескольких поколений чеченцев. Осенью 1932 года ГПУ производит в Чеченской Республике массовые аресты так называемых непокорных, которые по тем или иным соображениям, по мнению карающих органов, не укладываются в русло сталинской политики. Еще в марте этого же года местному ГПУ через своих осведомителей удается спровоцировать восстание, которое вошло в историю как восстание Моци Шуанийского, и жестоко подавить его. В этот период в городах и селах Чечни производятся непрерывные и массовые аресты. Аресты производятся в основном в Гудермесском и Нажаюртовских районах. По делу так называемого Чеченского националистического центра, которое было сфабриковано органами ГПУ для отчетности, только осенью 1932 года было арестовано до 3000 человек. Все задержанные обвинялись в создании контрреволюционного националистического центра Чечни для подготовки и проведения вооруженного восстания. В октябре 1992 года до крайности обострились противоречия между Верховным Советом и президентом Российской Федерации Борисом Ельциным. Пройдя через несколько кризисов, политический конфликт завершился указом Бориса Николаевича Ельцина за номером 1400 от 21 сентября 1993 года о прекращении полномочий парламента. За указом последовало двухнедельное противостояние двух ветвей власти, который закончился штурмом и расстрелом Белого дома. По некоторым подсчетам, в ходе столкновений погибло с обеих сторон около 150 человек. Существенную роль в трагической развязке сыграли личные амбиции председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова, выразившиеся в его нежелании заключать компромиссные соглашения с администрацией Бориса Ельцина в ходе конфликта, а также самого Бориса Ельцина, который после подписания указа отказывался напрямую разговаривать с Хасбулатовым даже по телефону. В октябре 1994 года, в соответствии с указаниями президента России Ельцина, министр обороны Павел Грачев распорядился об образовании в Главном оперативном управлении Генерального штаба оперативной группы по Чечне. На оперативную группу возлагалось разработать сценарий развития событий при силовом давлении на Чеченскую Республику, включая ввод войск и боевые действия. Также было возложено обеспечить координацию действий армии, МВД, ФСК, пограничных войск при планировании и подготовке вторжения.
Группу возглавили заместитель начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенант Квашнин и генерал-лейтенант Шевцов. Директивой Генштаба предписывалось доукомплектовать части СКВО, которые планировалось задействовать в операции. Эти и последующие события, как и действия руководства Чеченской Республики, привели к эскалации напряженности, что в конечном счете и вылилось в так называемую Первую чеченскую кампанию. Так уж случилось, что предки современных вайнахов, дзурдзуки, по воле истории оказались у истоков становления Великого Карталийского царства, просуществовавшего, между прочим, почти 2 тысячелетия. Как выясняется, у истоков его становления был человек, в чьих жилах, как утверждают, текла и вайнахская кровь. Это царь Саурмаг I. Причем выясняется также и то, что Саурмаг I в истории чеченцев и ингушей человек, чье имя и биографию подробно донесла до наших времен история. Так кто он и откуда второй легендарный грузинский монарх? И как его имя связано с чеченским обществом и его древней историей? Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни карталийских царей и Саурмаге I. Саурмаг I, живший в III-II веках до нашей эры, не только второй по счету царь Древней Иберии, но и впервые более или менее подробно упоминаемый во всемирной истории человек, в чьих жилах текла кровь вайнаха. Так кто он и откуда второй легендарный грузинский монарх и как его имя связано с чеченским обществом и его древней историей? Так уж случилось, что предки вайнахов дзурдзуки волею истории оказались у истоков становления Великого Грузинского царства, просуществовавшего почти 2 тысячелетия. И неудивительно, что Саурмаг стал героем сразу 2 народов – грузинского и нахского, потому что он был рожден в царских чертогах от брака грузина Фарнаваза и девы из рода Кавказа племени дзурдзуков. Дзурдзуками в древности и средневековье называли предков современных чеченцев и ингушей, живших в горах Кавказа от границ Дагестана до границ Сванетия по обоим склонам главного Кавказского хребта. Свод средневековых грузинских хроник Картлис Цхавреба – первая из известных сегодня рукописей, памятник, содержащий бесценные сведения о предках вайнахов, дзурдзуках. Есть в этой летописи и описание истории Саурмага, которая прочным образом связана с историей становления грузинского царства. Начало первому грузинскому государству было положено в области Картли. Народ, давший язык всей Грузии, назывался Картвелы. Они жили в центральной части современной Грузии и имели свой религиозный и административный центр – город Мцхету, выше современного Тбилиси. Здесь, в этом городе, от брака городского правителя города и женщины из знатного персидского рода и родился будущий царь Фарнаваз. Когда он был малышом 3 лет, Мцхету захватили воины Александра Великого, под которым подразумевались потомки эллинов и македонцев, владевшие землями от Малой Азии до Крыма, в том числе и черноморскими берегами Колхиды. Мать Фарнаваза, как и многие жители Мцхеты, бежала от захватчиков на север, в горы. Судя по всему, она с сыном и дочерьми была принята дзурдзуками. Здесь, среди мужественных и отважных воинов, и вырос будущий царь Грузии Фарнаваз. Здесь, по-видимому, он встретил и свою первую любовь и пронес ее через всю свою жизнь. Позже, взойдя на царский престол, он мог жениться на любой принцессе государств Передней Азии. Этого требовали и государственные интересы, но он предпочтет деву Кавказа. Уже молодым человеком Фарнаваз с матерью и сестрами спускается в грузинские селения, где к нему, как к единственному родственнику бывших правителей Мцхеты, стекаются грузинские патриоты. Гнет завоевателей стал настолько невыносимым, что даже его сторонники глухо роптали и мечтали свергнуть тирана. На помощь, как рассказывает предание, пришел случай. Однажды погоня за оленем привела Фарнаваза к пещере, замурованный вход которой обрушился под действием времени. В пещере он находит столько золота, что вывозил его с помощью сестер и матери на ослах несколько дней. Этот случай дал ему возможность приобрести сторонников, правителей из Имеретии и Армении. Им были привлечены даже представители греческой знати, однако самыми верными его союзниками стали, конечно, горцы Кавказа, дзурдзуки, чьим воспитанником и названным братом он являлся. Собрав все свои силы, он установил контроль над Картли, а затем победным маршем двинулся на Мцхету. Мцхета торжественно встретила своего правителя, вошедшего в город с телохранителями из братьев дзурдзуков.
После утверждения Мцхети и Картли молодой царь в течение короткого времени подчинил своей власти Кахетию, Имеретию и южно-грузинские земли, вплоть до границ Черного моря. Венцом усилий Фарнаваза по строительству нового государства стала династическая политика. Одну сестру он выдал за царя Овсов, мощные военные силы, располагавшиеся за Кавказским хребтом. Сам же, отвергнув все предложения царских дворов Закавказья и Азии, возвел на трон свою первую любовь. Он женился, как говорит хроника, на деве Кавказа из племени дзурдзуков. Тем самым влияние Фарнаваза распространилось и на горцев Северного Кавказа, чьи военные возможности были весьма серьезными. Без влияния дзурдзуков по тем временам невозможно было думать о контроле над перевалами. По сообщениям все той же летописи, дзурдзуки стали довольно внушительной боевой силой и были самыми знаменитыми среди сынов Кавказа. Неизвестно, сколько детей родила жена Фарнаваза, но точно известно, что наследником трона стал их сын Саурмак, еще более укрепивший связи Грузии и Дзурдзукетии. Имя Саурмак относится к иранскому языковому кругу и означает «солнце» и «мудрость». Итак, Саурмак – первый в истории чеченцев и ингушей человек, чье имя и биографию подробно донесла до наших времен история. Грузинский историк Джанашвили считал, что Саурмак правил с 237 по 162 годы до нашей эры. Но, скорее всего, это годы жизни, так как маловероятно, что он правил 75 лет подряд. Вместе с тем, когда умер первый грузинский царь, Саурмак оставался молодым человеком, еще не успевшим жениться. Этой молодостью решили воспользоваться эреставы, правители отдельных областей, весьма усилившиеся к концу правления его отца Фарнаваза. Эреставы составили заговор против царского дома, и Саурмак, не успевший к тому времени организовать сопротивление, бежал с матерью из Мцхеты. Его путь, как когда-то и путь отца, лежал в горы Дзурдзукетию. Здесь, в стране своей матери, молодой царь нашел надежный приют и защиту. Ни один мятежник не осмелился сунуться в эту область Кавказских гор. Конечно, противники Саурмага предлагали золото за его голову, угрожали разорением в случае отказа, но дзурдзуки стеной вставали за своего племянника. Тем более, что это была старая и сильная традиция, дошедшая, к слову, и до наших дней, взяла вверх. Сын сестры более почетен и обязателен для чеченцев, нежели сын брата. В случае опасности чеченец укрывается в первую очередь у родственников матери, они считаются ближе. Обосновавшись в Дзурдзукетии, Саурмак начинает готовить войско. Гонцов рассылают во все аулы, лазутчики идут в Картли, где склоняют к повиновению отдельных феодалов. Саурмак требует помощи от своего двоюродного брата, царя Овсов, Сарматов, и получает от него конные отряды. Служивое дворянство Грузии, так называемые римские азнауры, также заявляют о своей поддержке молодого царя и небольшими отрядами перемещаются во владения вайнахов. Когда в Дзурдзукетии собралось большое войско, Саурмак внезапно спускается с гор и предпринимает военный поход. Неожиданность выступления и превосходство в силах сделали свое дело. Никто не оказался в силах противостоять ему. Подчинив страну и вновь сев на царском престоле, Саурмак наказал изменников и провел решительные реформы. Он отстранил старую знать от власти на местах и возвысил служилую прослойку – азнауров. В то же время, в противовес картлийской аристократии, он возвышает дзурдзуков, которых награждает землями и должностями, как военными, так и придворными. Не забывает Саурмак и о стране своей матери, ставшей ему родиной. Он принимает решение править Дзурдзукетией единолично, но доверяя ее эреставам. Учитывая перенаселенность горных ущелий, Саурмак в массовом порядке переселяет дзурдзуков на южную сторону Кавказского хребта. Причем большие группы дзурдзуков расселяются в Чарталете, близ столицы Мцхеты. Этими действиями Саурмак обеспечил себе прочную власть на севере страны, создал независимый от картлийской знати источник пополнения военных сил и усилил свои позиции в стране и обществе за счет новой дзурдзукской знати, лично обязанной царю. Его можно назвать царем Дзурдзукети. Таким образом, дзурдзуки были прочно вписаны в систему грузинского государства. Владел он, Саурмак, всеми ими родней матери своей, надежно, отмечается в исторических летописях Грузии. Все эти обстоятельства позволили Саурмагу, не опасаясь сопротивления, провести дальнейшие внутренние реформы и укрепить внешнеполитическое положение царства. Надежно укрепив северные пределы государства за счет сарматов и дзурдзуков, которые стали его надежной опорой, Саурмак решил укрепить связи с югом, с великой державой селиквидов, продолжавшей традиции Александра Македонского. Саурмак женился на представительнице одного из знатных персидских родов, однако этот, судя по всему, во всех отношениях благополучный брак не дал наследника. Некоторые данные говорят о 50-летнем правлении Саурмага, но, видимо, это все-таки годы его жизни. Саурмаг скончался примерно в 162 году до нашей эры.
Так как ни один из его потомков не выжил или брак не дал наследников мужского пола, царь оставил престол достойнейшему, по его мнению, из собственного окружения, которого он некогда усыновил, Мирвану, племяннику жены и представителю знатного персидского рода. Мирван воспитывался при грузинском дворе и отличался поистине выдающимися качествами государя и правителя. Имена Фарнаваза и Саурмага по праву принадлежат 3 народам Кавказа – грузинам, чеченцам и ингушам. Деяния древних героев способны служить благородным примером и для нынешних поколений братских народов. Да, уж действительно интересная судьба сложилась у этого правителя. Ну а у нас на этом все. С вами был Валет Генаев. Мы встретимся с вами ровно через неделю. Благодарю за внимание. До встречи.